Всем привет! С вами Полина. В прошлых лекциях речь шла про XIX век, восстание 1916 года, установление советской власти и ликвидация безграмотности среди населения. В этот раз речь пойдет о новом этапе в советской власти – коллективизация, разбирать которую мы будем на примере романа «Среди гор» Тугульбая Садыкбекова. Имя и творчество Тугульбая Садыкбекова, народного писателя Кыргызстана, известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Садыкбеков родился 1 мая 1912 года в Эйле Кенсуу, ныне Тюбского района, в бедной семье. После смерти отца мать трехлетнего Тугульбая вместе с семьей переехала работать на заимку к русскому учителю-переселенцу вплоть до 1927 года. Он учился в начальной русской школе имени Чехова в Прижевальске Караколе. В 1931 году окончил Фрунзенский сельхозтехникум, потом продолжил учебу в Ашхабаде в зооветеринарном институте, но прервал ее в связи с болезнью. Садыкбеков работал в совхозе, где собирал обильный материал для своих будущих книг. В 1932-1935 годах он был сотрудником газеты «Ленинская молодежь». В члены Союза писателей его приняли в совсем юном возрасте, когда ему было 24 года. В возрасте 42 лет он стал действительным членом Академии наук Республики. Это был уже статус классика. Также он избирался депутатом Верховного Совета СССР и Кыргызской ССР. В 1931 году была издана его первая поэма «Кайкабай». Также в последующем несколько его стихотворений появляются на страницах комсомольской газеты «Ленинская молодежь». Садыкбеков пишет первую книгу о создании кыргызских колхозов «Кенсуу». Большой теплотой и любовью к творчеству и личности Тугульбая Садыкбекова проникнуты слова великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Сейчас трудно себе представить современную культуру кыргызского народа без Тугульбая Садыкбекова. В творческой судьбе Садыкбекова как бы воплотился весь процесс становления кыргызской литературы. Садыкбеков явился не только зачинателем кыргызского романа, но и носителем традиций этого жанра. Он поднял кыргызский роман до его современного профессионального уровня. Подобно большинству писателей, Садыкбеков начал с поэзии. Его первое стихотворение «Кто они?» было опубликовано в 1930 году. Впоследствии Садыкбеков выпустил несколько поэтических сборников, но делом писателя стала проза. В 1937-38 годах выходят первая и вторая книги романа «Кенсуу», в центре которого классовая борьба в кыргызском аиле в конце 20-х, начале 30-х годов, освобождение Дихкан от байманапского засилия, коллективизация. Хронологическим и тематическим продолжением романа является роман «Тимир», в центре которого молодой коммунист Тимир борется с приверженцами старого, баями и манапами. Подлинно широкая известность к писателю пришла после создания романа «Люди наших дней», удостоенного в 1949 году Государственной премии СССР. В произведении отражена жизнь кыргызского народа в годы Великой Отечественной войны. А далеко за пределами республики становятся известны такие романы, как «Женщины», «Исповедь Букентай», «Ровесники». Тугульбай Садыкбеков был награжден орденом Ленина, 2 орденами Трудового Красного Знамени и орденом Дружбы народов. В суверенное время, на склоне лет, ему было присвоено звание Героя Кыргызской Республики. Однако, самой главной его наградой была Сталинская премия, которую ему присудили в возрасте 37 лет. И он был единственным обладателем этой премии в Кыргызстане задолго до ее переименования в государственную. Произведения писателя переведены на русский, украинский, таджикский, казахский, азербайджанский, латышский, литовский, эстонский, болгарский и чешский языки. Предлагаю перейти от биографии к творчеству. В основу романа «Кенсуу» положена острая классовая борьба в период создания колхозов в Кыргызском аиле. Основу сюжета романа «Кенсуу» составляет не жизнь отдельных личностей, а жизнь аила в целом. Автор создает в романе «Кенсуу» типические образы периода коллективизации в Киргизии. С глубокой симпатией автор рисует одного из главных персонажей романа – Сапарбая, но автор не идеализирует его. Сапарбай – простой кыргызский парень, окончивший аильскую школу. Поэтому в напряженные и сложные моменты жизни он допускает довольно серьезные и опрометчивые ошибки. С ростом классового самосознания, приобретая жизненный опыт, Сапарбай берет все на себя. Он из простодушного парня превращается в организатора-коммуниста. Также выразителен образ Самтыра. Самтыр в буквальном переводе – оборванец. Но это не его настоящее имя, а прозвище, данное ему богачами. Самтыру, парню забитому и очень отсталому, сложно ориентироваться в этой ситуации. И автор смог с реалистичной точностью показать его путь исканий и роста.
Также выразительны образы других героев – Соке, Шарше, Иманбае и других. Большой удачей Садыкбекова является роман «Среди гор», новая редакция известного читателям романа Кен Су. Опираясь на многолетний опыт работы над жанром романа, основываясь на богатом материале, в свое время не вошедшем в роман Кен Су, писатель поставил перед собой цель – создать по существу новое произведение. Решение этой задачи осуществилось в основном двумя путями. Во-первых, путем углубления почти всех образов романа Кен Су. И, во-вторых, путем введения новых персонажей с целью воссоздания более полной картины эпохи. Первые годы после установления советской власти. Бывшие богатеи Бердибай, Шорук и Мулла Барпы ведут разговоры о прошлом. Говорят о том, что судьба человека, богатого или бедного, предопределена еще в утробе матери. И то, что все дано по воле Аллаха. О том, что богатые никогда не согласятся отдать свое имущество бедным, потому что это глупо. Бай начинает приготовление к празднику Курбана, устроить игры и скачки. Хотя это запрещено новой советской властью, но для них является очень важным, потому что является традицией. На их стороне Саадат, председатель Аил-Совета, чьи родственники также были богатыми. Мимо проезжают бедняки – Соке, Шорше, Омур и Иманбай. Они говорят о Саадате, о том, что ждать добра от него не надо, и то, что многие недовольны тем, что его выбрали председателем. Когда его выбрали председателем, налоги увеличились, побор скота тоже. Но богатеев это не касается. Иманбай не согласен и верит в Саадата, потому что считает, что он старается ради народа. Наступает день Курбана. Жители должны дать деньги, плату за молитву у муллы. У Иманбая нет денег, поэтому он просит у Саадата, которого он недавно защищал. Но Саадат не удостаивает бедняка даже взглядом. В итоге деньги Иманбаю дает бедняк Соке. Проходят игры и празднования. С давних пор аилы враждуют, что сказывается и на играх. Саадат вместе со своими друзьями решает сколотить возле себя больше людей, поэтому вписывает молодежь в протокол собрания, которого на самом деле даже не было. Саадат использует власть в своих интересах. Все поручения из штаба делаются лишь на бумаге, для отвода глаз и для галочки. Парни достают газету «Эркинто», где напечатана разоблачающая статья о том, что происходит в Аиле. Саадату это не нравится, и он решает, что это сделал Джакып. Джакыпа сильно избивают. Саадат влюблен в войну. Он использует свою власть также для встреч с девушкой. Происходит драка между родами. О свиданиях Саадата и Айны узнают. Ей запрещают ходить на ликбез, поэтому Айну похищают. Роды враждуют, отправляют Иманбая послом, чтобы заключить мир. Его сильно избивают. Чернов, бывший кулак, убил когда-то 27 человек. Отряд Красной Армии потом в отместку расстрелял его и его людей. Исаак, бывший батрак Чернова, записался в Красную гвардию, выучился грамоте, вступил в партию. Он приезжает в Аил-Кюнчигыш и разбирается в конфликте. Саадат пытается помириться с Батырбеком, но тот отказался. Батырбеку доложили, где прячут девушку. Айну похитили. Саадат под предлогом налога собирает со всех деньги, пишет письмо о похищении, вынуждая подписать всех комсомольцев, едет к начальству решать проблему. Показ предупреждает обо всем Батырбека. Айна и Дасумбек прячутся в полях, но милиционеры их находят. На суде разбирают дело. Айну оставляют у Саадата. Саадат справляет свадьбу по кыргызским обычаям и опять собирает народ. Но в этот раз уже 47 бедняков ничего не отдают на свадьбу. В Аил приходит первый выпуск газеты «Эркинто». Организовывает собрание, на котором сын Бекбо говорит о том, что стал начальником образования. Учился 1,5 года, рассказывает о том, что в газету можно подавать жалобы, и о том, как важно быть грамотным. Народ радуется. На собрании выбрали комиссию, которая отправилась к начальству решать проблему. Все решили хорошо. Бая, который похитил девушку и держал ее в рабстве, осудили. Бедняку вернули лошадь, и он смог жениться. Саадат понемногу начал терять доверие в Аиле. Молодежь и бедняки перестали ему подчиняться. Скоро должно было пройти собрание. Саадат нервничал. Во всех бедах он винил молодого парня Омура. Поэтому он приказал отобрать у него коня. Амур не подчинился. Началась большая драка. В итоге Амура и Саадата заставили помириться. Осмон и Сапарбай рассуждают о том, как были неправы, выполняя поручения Саадата. Сапарбай решает стать умнее и сильнее своего врага, поэтому он хочет учиться. Он едет в город, но зимой не принимают. Там парень встречает непутевого Иманбая, помогает продать ему ячмень. Иманбай ведет себя нелепо, дерзит прохожим. Сапарбай думает, что образумить народ будет сложнее, чем свергнуть царя. Наступает день выборов в Аил-совет. На совете спорят, в итоге среди выбранных оказываются пастух Самтыр и женщина Быбыш.
Самтыр уезжает во Фрунзе учиться. Через год возвращается уже другим человеком, но в хорошем смысле. Курман, друг Саадата, после проигрыша на выборах уехал жить в горы. Самтыр находит девушку Марию. Молодые влюбляются в друг друга и позже женятся. Бубюш уехала на учебу в город. До отъезда она освоила грамоту, вникала во все дела аила и пользовалась большим уважением в народе. По селу распространяется слух о предстоящей коллективизации. Мула и подобные ему люди распространяют сплетни о том, что все имущество будет общим, и даже жены, что всех несогласных будут сажать в тюрьмы или убивать. Народ испуган и взволнован. Сплетни распространяются с большой скоростью. Сапарбай и его друзья-активисты, чтобы прекратить распространение сплетен, читают народу статью в газете о коллективизации. И хоть не на все вопросы в ней даны ответы, но народ успокоился. Позже активисты проводят в школе еще 2 собрания, где разъясняют, как будет проходить коллективизация. Стали составлять списки имущества и людей, которые вступают в колхоз. С бедняками и батраками вопрос был решен быстро. А когда речь зашла до зажиточных людей, начались споры. В итоге артель «Новая жизнь» все же была основана и включала в себя 85 человек. У людей положительное отношение к коллективизации. Возможно, дальше все бы было хорошо, но тут приезжает начальник Калпакбаев. Это был человек глупый, который просто стремился к власти и карьере. Он начинает вводить в Аиле драконовские методы, угрожая и заставляя всех вступать в колхоз, что только отпугивает жителей села. Сапарбай пытается возражать Калпакбаеву, говоря, что такими методами можно только навредить. Калпакбаев злится, обзывает Сапарбая врагом и оппортунистом, хочет, чтобы парня выгнали из партии. За Сапарбая заступаются, но с места председателя артели все же сняли. Далее рассказывается о жизни Сапарбая, о том, что он женился по любви на хорошей девушке Зайне, которая была учительницей. Самтыру жалко Сапарбая, но он боится открыто выступить в его защиту, потому что плохо разбирается в политических вопросах. Калпакбаев с его помощником Шарше угрожают людям раскулачиванием, а ильчане впоследствии боятся даже выходить из своих домов. Сапарбай очень расстроен происходящим, но он решает разобраться, прав ли Калпакбаев или все то, что он делает, неправильно. Сапарбай разъезжает по Аилу, общается с односельчанами, многие из которых на его стороне. Самтыру стыдно перед Сапарбаем, и он рассказывает о том, что Калпакбаев наглеет, становится все строже и решает раскулачивать даже бедняков. В это же время Калпакбаев с Саадатом рассуждают о том, как бы избавиться от Сапарбая, на которого Саадат уже давно точит зуб. Саадат говорит о том, что надо заручиться поддержкой более влиятельных людей, аксакалов, то есть бывших баев. Также Саадат говорит, что баи недавно получили уведомление о том, что облагаются налогом, и надо с них его снять. Калпакбаев согласен с ним. Все это слышит Самтыр с Сапарбаем. Сапарбай начинает возмущаться происходящим, после чего Калпакбаев приказывает схватить парня и отвезти его в подвал. Вместо Сапарбая председателем в артели выбирают Миндермана, корыстолюбивого, мелочного и мстительного лодыря. В Аиле расходится слух о том, что весь скот будут забирать. Жители в страхе начинают забивать весь скот, чтобы он не достался никому. Роды опять враждуют. Когда Сапарбая посадили в подвал, его жена пришла к Калпакбаеву и сказала, что будет жаловаться в Москву. Калпакбаев струсил, выпустил Сапарбая и обвинил Самтыра во всем, уехав к начальству. У людей отбирают скот в артель и отводят его на холм. Следить за лошадьми поручают Иманбая. Иманбай мало того, что не следит за лошадьми, так еще уродливо им подстриг хвосты и гривы. С гордостью разъезжал на чужих лошадях и троим даже повредил ноги. Сапарбай в это время пишет докладную в волостной комитет о делах Калпакбаева. Самтыр приезжает к баям забирать налог, но они показывают ему расписку от Калпакбаева о том, что от уплаты налога они освобождены. В Аил приезжает комиссия разбираться в происходящем. Исаак и Канеметов смотрят списки отобранного имущества и скота и возмущаются мерами Калпакбаева. Миндерман просит освободить его от должности, а Исаак говорит ему, что он сначала должен разобраться в делах, а потом уже будет видно. Комиссия уезжает. Богатеи собираются вместе, собирают народ, приносят жертвоприношения и клянутся, что никогда не вступят в артель и будут придерживаться традиций. Иманбай тоже клянется. Бубюш возвращается в Аил после учебы. Проходит заседание о работе Калпакбаева в Аиле. Калпакбаева обвиняют, отбирают у него партийный билет. Баи, боясь то, что у них заберут все имущество, перекочевывают в горы. Многие люди, боясь новых беспорядков, тоже собираются перекочевывать, и Манбай вместе с ними. Организовывает собрание
на котором Исаак рассказывает об ошибках Калпакбаева. Миндерман разъезжает по селу и описывает имущество. В своей реальности он перегибает палку, отталкивая людей от коллективизации. Многие боятся. Активисты делятся на 4 группы. Прокладывают в поле первые борозды. Дихкани, всю жизнь работавшие порознь, в первый раз в жизни с мечтой и надеждой вывели на поле 20 плугов. Исаак лично приезжает в Аил для того, чтобы исправить ошибки Калпакбаева и раскулачить баев. Киизбай прячет скот и откачевывает в горы. Скот находят, а самого Киизбая арестовывают за уклонение от налогов. После ареста Киизбая Шурук, Бердибай и Мула Барпы ведут разговоры с народом, в результате чего люди перестают выходить и работать на полях. Саке сильно ссорится с женой, которая считает, что от артели одни беды, и что ее муж зря тащит инструменты и вещи из дома в артель, от которой не будет ни выгоды, ни толку. Однако Саке не падает духом, и ему удается уговорить некоторых людей вернуться к работе. В Аил приходит записка с требованием немедленно раскулачить богатеев, вредящих организации артели. Шарше очень рад этому. Он арестовывает Саадата, Бердибая и Шурука и сажает их в подвал. Шарше также хочет объявить кулаками и некоторых обычных людей, но Быбыш не позволяет ему это сделать. Однако Шарше продолжает творить беспредел и арестовывать даже Курмана. Многие люди находятся в страхе, что их раскулачат. Боится даже Иманбай, самый бедный в селе. Курман находит щель в стене. Они ее разрушают и ночью сбегают. Шурук и Бердибай отказываются от побега. Шарше злится на Саадата и поэтому сажает всю его родню в подвал. Он считает, что найдутся люди, которые ему сочувствуют и примкнут к нему. Сапарбай хочет решить все мирно. Он обижает Аил и говорит людям о том, что простой народ никто не будет раскулачивать. Шарше это не нравится, и он пишет докладную на Сапарбая о том, что активисты не следуют указаниям и чинят препоны при раскулачивании. Сапарбай решает пойти к начальнику Сергееву. У Сергеева находится 2 доноса от Саадата и Шарше. Но он не хочет спешить и хочет разобраться в сложившейся ситуации. В это время Саадат собирает вокруг себя людей, чтобы расквитаться с обидчиками. Замышляется убийство активистов, прежде всего Сапарбая. Мурат приглашает его в гости. Сапарбай приезжает, назревает убийство. Но в последний момент слышится лай собак, и в дом ходят вооруженные люди, друзья Сапарбая, которые уводят его. В Аиле собираются засевать поля. Для этого Шарше с помощниками объезжает дома и насилием и угрозами собирает зерно для посевов. Своими поступками в итоге Шарше больше помогал врагам, поскольку некоторые люди задумывались о том, чтобы примкнуть к отряду басмачей Саадата. Басмачи решают угнать скот из Аила. Во время их набега активисты во главе с Сапарбаем окружают их и пытаются убедить сдаться. Сапарбая ранят выстрелом. В итоге некоторых басмачей удается захватить в плен. Многие же сбегают в горы вместе с угнанным скотом. Сапарбай умирает. Смерть Сапарбая потрясла Иманбая до глубины души. Сапарбай был для него идеалом честности и человечности. И вот он умер от пули, пущенной Саадатом, которого он считал чуть ли не самым близким родственником. В итоге Иманбай, оставив свою жену и детей, садится на Айсаралу и уезжает. Он всю ночь едет и думает, что он уехал куда-то очень далеко. Но утром оказывается, что на самом деле Айсарала водила его кругами вокруг большого камня. Иманбай злится, оставляет лошадь и возвращается домой пешком. Но через день возвращается к своей кляче, потому что ему стало жалко, и видит труп Айсаралы. Иманбаю до слез жалко лошадь. Прощаясь с Айсаралой, кыргызский крестьянин прощается и со своим прошлым. Люди прощаются с Сапарбаем. В село приезжает новый трактор. Люди очень радуются машине. Иманбай просит Исаака разрешить вспахать его огород. Иманбай в романе «Среди гор» персонаж очень сложный и противоречивый. Писатель раскрывает забитость Иманбая, его отрицательные стороны и фантастические представления о судьбе. Он раскрывает это сквозь его фразы и то, что он делает. Вот, например, он говорит: «Кике – раб Божий, я тоже раб Божий. Шуба Бая для него самого, моя шуба для меня самого». Умечительно-ласкательное Кике Иманбай называет эксплуататора Киизбая, потому что он с детства привык то, что бедняки не имеют права называть богатеев их именами. Такое мировоззрение формировалось у людей из-за рода племенных взаимоотношений, которое продлилось вплоть до Октябрьской революции. Иманбаю Киизбай представляется не классовым врагом,
Он считает то, что есть хороший и справедливый бай, и несправедливый бай. Иманбай как бы всю жизнь провел в спячке. Издевательства над его человеческим достоинством убили у него интерес к жизни. Итак, сталкиваясь с новой советской властью, он не знает, на чьей стороне правда, поэтому продолжает служить баям. Иманбай – тип вечного неудачника. Он всю жизнь провел в нужде, потому что баи и манапы попирали его. У него нет счастья в жизни, кроме как ездить на своей айсарале и напиваться бузы. Садыкбеков с редким мастерством показывает выпрямление этого задавленного персонажа. Иманбай столько раз хочет вступить в колхоз, то есть начать новую жизнь, но постоянно отказывается от этого и продолжает старое. Сила садыкбековского реализма заключается в том, что он с высоким мастерством описывает борьбу человека, который отказывается от старого и вступает на путь нового. На этом наша лекция подошла к концу. Переходите на следующее видео, чтобы узнать много нового о других произведениях кыргызской литературы. Всем спасибо за внимание!